Чистая питьевая вода в каждом доме. Такую задачу поставили перед собой власти Нестеровского. Только за последний год новый водопровод проложили на 17 сельских улицах. 6 из них в Старом Нестеровском и 11 в новостройках. В общем, сотни домов обеспечили чистой водой. С 96-го года я здесь живу. Воды здесь не было. Вахра пара там одним словом. Проблема нехватки воды здесь наблюдалась особенно остро в летнее время. Именно тогда часть села, которая расположена на возвышенности, оставалась без воды. Чтобы решить эту проблему, пробурили 4 скважины. Глубина каждой более 300 метров. Также установили 4 резервуара. Все вместе они дают до 400 кубов запаса воды. Изменения произошли и в дорожной инфраструктуре. За год обновили покрытие на 50 улицах. На более чем 40 из них проведены грейдерные работы, а на улицах Пролетарская и Леонидова уложили асфальт. Правда, сейчас его не видно, все кругом снегом замело. За последнее время у нас по Пролетарской улице и по Леонидовой улице проложили асфальт. Я живу дальше, на Коммунистической улице. Раньше мне приходилось ехать по, скажем так, не очень хорошей дороге. Сейчас, чтобы проехать, я выезжаю на Леонидово и по асфальту, и машина бережется, и ходовая не так портится, как... Здесь стало удобнее, да? Намного удобнее. Единственное, чего нам сейчас в данное время остро стоит вопрос, это по стадиону, по футбольному полю. Здесь у нас в селе, как известно, большое население, но очень много молодежи. И нет условий для проведения домашних матчей по футболу. В Нестеровском проживают около 30 тысяч человек. Здесь 4 школы, 2 детских сада и ФОК. А с недавнего времени появился и новый микрорайон, где строят не частные дома, как обычно, а многоквартирные. 3 пятиэтажных уже заселены, еще столько же на стадии строительства. Этот район сельского поселения в скором будущем будет похож на небольшой городок со всей необходимой инфраструктурой. Решение было принято в связи с тем, что у нас очень малоземелье. В связи с этим принято было многоэтажные дома построить на территории Нестеровского аула, плацдарма, пятиэтажные дома позволяется строить. Какая ситуация сейчас и какие планы у вас? Пока построили, ввели 3 дома, уже жильцы живут в 3 домах. 3 дома на стадии завершения у нас и 6 коттеджей, индивидуальных коттеджей. Кроме того, сзади нас лежит поле, там планируется еще построить, продолжить работу в данном направлении, несколько домов еще построить, квартал. А как вообще люди идут в новый микрорайон? Очереди есть или нехватка? Как вообще дела обстоят? В принципе, скажем, нехватка. Люди идут, неоднократно обращались, чтобы их в первую очередь включили, если есть возможность, но строит инвестор. В связи с этим все вопросы мы их людей направляем к строителю. Он с учетом имеющегося наличия квартир предоставляет им. 2021 год стал примечателен и для культурной жизни сельчан. В Нестеровском открыли новый дом культуры. Концерты, спектакли, кружки и секции, разнообразный досуг для местных жителей обеспечен. Новый дом культуры рассчитан на 200 зрителей. Здесь есть большая сценическая площадка, библиотека, кабинет для занятий ИЗО, вокалом и хореографическая студия. Дом культуры оснащен профессиональным световым и звуковым оборудованием. Также в ДК переданы новые музыкальные инструменты. условия geology admin kulturtonen инструменты чьи хамин хашака видите на лицо южми я хая 2021 и завершить дня с Нового года мы начнем, как говорится, в полном мере заработать Дом культуры. Новый ДК не единственный объект культуры в Нестеровском. Он стал достойной альтернативой Центральному дому, построенному еще в 1979 году. Его полностью обновили, и он ничуть не уступает новому Дому культуры. В будущем его планируют преобразовать в районный, а новое здание обретет статус местного значения. Сейчас в актовом зале первого вовсю идет подготовка к Новому году. Готовится к этому и администрация, правда, по-своему. Они подводят итоги 21-го и ставят задачи на 22-й.
Хотелось бы большего, но учитывая наш бюджет, мы достигли очень хорошего. Практически большинство из этих работ сделано за счет спонсоров, меценатов. Если говорить в суммарном выражении, ну, можно говорить о более 100 миллионов рублей. Какие улицы сейчас остаются проблемные по воде? По воде остаются частично Московская улица, еще несколько улиц и центральная подача водотрубопровода есть, ну, скажем, где-то около 5 километров. Нам обещал, сейчас меценат обещал где-то от 1 до 2 километров труб поставить. С учетом этого, я думаю, в 2022 году мы этот вопрос закроем. В 2021 в Нестеровском активно решалась и проблема с энергоснабжением. Так, за год установили 9 новых трансформаторов различных моделей. Обновили линии электропередач, установили опоры в новостройках. А по программе «Комфортная городская среда» проложили более 2 километров тротуара по центральной улице. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.